Иван Сергеевич Тургенев. Роза. Последние дни августа. Осень уже наступила. Солнце садилось. Внезапный порывистый ливень, без грома и без молний, только что промчался над нашей широкой равниной. Сад перед домом горел и дымился, и залитый пожаром зари и потоком дождя. Она сидела за столом в гостиной и с упорной задумчивостью глядела в сад сквозь полураскрытую дверь. Я знал, что свершалось тогда в ее душе. Я знал, что после недолгой, хоть и мучительной борьбы, она в этот самый миг отдавалась чувству, с которым уже не могла более сладить. Вдруг она поднялась, проворно вышла в сад и скрылась. Пробил час, пробил другой, она не возвращалась. Тогда я встал и, выйдя из дома, отправился по аллее, по которой, я в том не сомневался, пошла и она. Все потемнело вокруг, ночь уже надвинулась. На сыром песку дорожки, яркая аллея, даже сквозь разбитую мглу виднелся кругловатый предмет. Я наклонился. То была молодая, чуть распустившаяся роза. 2 часа тому назад я видел ту самую розу на ее груди. Я бережно поднял упавший в грязь цветок и, вернувшись в гостиную, положил его на стол перед ее креслом. Вот и она вернулась наконец и легкими шагами, пройдя всю комнату, села за стол. Ее лицо и побледнело, и ожило. Быстро, с веселым смущением бегали по сторонам опущенные, как бы уменьшенные глаза. Она увидала розу, схватила ее, взглянула на ее измятые, запачканные лепестки, взглянула на меня, и глаза ее, внезапно остановившись, сияли слезами. «О чем вы плачете?» – спросил я. «Да вот об этой розе. Посмотрите, что с ней осталось». Тут я вздумал высказать глубокомыслие. «Ваши слезы смоют эту грязь», – промолвил я значительным выражением. «Слезы не моют, слезы жгут», – отвечала она, и, обернувшись к камину, бросила цветок в умирающее пламя. «Огонь сожжет еще лучше слез», — воскликнула она не без удали, и прекрасные глаза, еще блестевшие от слез, засмеялись дерзостно и счастливо. Я понял, что и она была сожжена.